Так, ну что, начнем с палок на этот раз. А то все натяжка. Это ее окуньки и ёршики, вот они. На каждом крючке ёрш. Ёрш раз, ёрш два. В общем, как-то вот так. Так, а с вами окунями что делать? Давайте мы вас отпустим. Нам живцы больше не нужны. Выживите, так выживите. Нет, так нет. Может быть, выживете, так будете со шрамами. А этих точно выпущу всех. Так, только этих личинки сейчас соберу. Там личинки еще у меня были. Подохли некоторые. Что-то дохнут они в тюрьме. Так, ну что, кому повезло? Кому повезло. Раз, два, три, четыре. О, плавают, плавают. Счастливого плавания, друзья. До встречи. До встречи, до встречи. Когда будете килограммовиками. Так, что? Вот еще живой. Вот еще живой. И все. Вот еще живой. Вот еще живой. Вот еще живой. И все. Остальным не повезло. Вот это еще немного шевелится, но навряд ли он сдохнет, наверное. Плавай, если что. Как-то вот так. Вон какие жучки. Ручейник или как там их. Так, все. Продолжаем снимать продольники. Так, друзья, давай сначала поднимем все удочки, а потом уже приступим к продольникам. Вот если верхний слой держит, звук такой уже неприятный, то нормально. А нижнего слоя осталось очень мало. Как бы тут тропа более-менее набитая, а там похуже. Так, ладно, пошли попробуем. Вот, он верхний слой уже здесь не держит. Одна каша. Каша. Там рыба какая-то утащила наш продольник. Так, никого. Так, шаг за шагом будем все убирать, закрывать сезон. Сезон, которого мы так ждали долго. И который так быстро прошел.
Практически даже и не начавшись. Хода рыбы мы так и не увидели. Рыба пойдет тогда, когда я подниму продольники. Но рисковать дальше не вижу смысла. Оно того не стоит. Так, ладно, пусть со мной пока будут. Вопрос. Ну ладно, в общем, если что-то будет интересное, будет что-то будет на крючке, обязательно вам покажу. Но пока, в общем, понятно, да? Буду поднимать сначала удочки, потом подниму продольники. Друзья, я что-то погорячился выйти на лед раздетым. Ветра не было, вроде жарко было, спотел. Сейчас поднялся ветерок и просто выдувает напрочь холодный ледяной ветер. В общем, друзья, скажу-ка я до лодки, обратно оденусь. И чтоб пустую не ходить, что-нибудь дать несу. Блин, так времени нет. Ну, если так, и заболеть недолго. Поднял 5 удочек и 1 продольник. Замерз. Все, пошел я одеваться. Ну вот и все. Поднял все удочки. Остались одни палки. Вот так вот от ветра. Повернемся. Знаете, друзья, что не обидно? То, что я вообще закрываю сезон рыбалки. То, что я поднял все удочки. Сейчас буду поднимать палки. Это то, что пусто. Совершенно пусто на удочках. Вообще не обидно. Вон, куча удочек стояла. Попало всего 1, 2, 3, 4, 5. 5 ершей. Тут удочек 25, наверное, у меня, если не 30, блин. Он остался последняя удочка продольничек, которая, ну, всегда уж давала рыбу. Сейчас мы глянем. В прошлый раз она только дала 2 ершей и все. Сейчас мы посмотрим, что на этот раз у нас. Вон сколько мусора уже несет. И на этот раз тоже ёршики и все. Почему-то продольнички лучше все равно работают, чем просто так удочки. Не знаю почему, но это вот и раз ёршик и 2 ёршик. Также 2 ерша, как и вчера. 2 крючка, 2 ерша. Рыба, даже если и сиг подходил, то видит этих ершей и думает, наверное, ну дурные, сопливые. В общем, все, остались у меня поднять палки, продольники на палках, и все, сезон, считай, закрыт. Нисколько не обидно. Но мы еще не совсем закрыли сезон. Мы еще порыбачим где-то. У нас есть еще озера, у нас еще протока есть. В общем, мы еще не окончательно закрылись, скажем так. Мы еще порыбачим. Так, удочки все собраны, сушатся на досках. Хочу вам показать, вот что стало со льдом, где высыпал землю. Перебирал здесь червей, у меня верхний слой провалился, и все черви у меня до сих пор там вот барахтаются. Сейчас попробую подойти, не провалиться. Вот оно. Вот они мои червячки. Вон. Видно, да? И тут их километр. Вот они ползают. Ну и бог с ним, пусть плавают. Можно собрать их, в принципе, но не нужно. Мы уже поднимаем, нам черви больше не понадобится. Вон еще отличная, вон
Насадка. Вот такой вот жучок. Сколько она вот вылез. Это у меня бутылки в ловушке. С мальками залезли они. На них даже при всем бесклёве рыба клюет. Так, ладно, отвлеклись от темы. Проверяем, поднимаем. Ой, бля, вот так вот. Видали, да? Верхний слой вот пластом ушел, а нижний возле дырки тем более может быть очень слаб. Так что надо спешить. Лед проваливается каждую секунду, становится все хуже и хуже. Никого не слышно. Нет, ёршик слыхать. Вот он, ершище. И там, походу, еще один ёршик. Ну, два ерша. И все. Ладно, пока выключаемся. Сматываем удочки. Включимся на следующей палке. Вон, друзья, хочу показать. Не знаю, видно, не видно вам. Вот. Сколько осталось льда. Это вот где-то сантиметров 20-25 максимум. Это основного льда. А сверху вот это намерзшая каша, которая ни хрена не держит. Так что никакого сожаления. Опа, 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 опа. Ни хрена себе. О, опа, 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 опа. Вот это кабаны. Вот это кабанчик Янцикадан. Блин. Ну и как поднимать после этого? Вот он. Пошла все-таки рыба. Рыба пошла. Но мы решили поднять, значит будем поднимать. Все. Без всякого сожаления. Намотали, накрутили. Потому что рыба рыбой. Но надо было раньше. Главное, на удочках тишина, а продольники сработали. Вот она, все-таки пошла рыба. Появились язики. Но уже опасно. Опасно. И не нужно рисковать. Так что сразу все поднимаем. Еще и запутали до кучи. Ладно, распутываем. Так, смотрим дальше. Здесь тоже походу нет. Что-то есть. Ерши. Гирлянда ершей. Раз, два, три, четыре. 4 ерша. Да. Вот где они появились, твою мать. Зимой их было не найти, а теперь вот, пожалуйста. Это они от налимов где-то гасились, наверное. Сейчас налима нет, так борзеют, вон, вышли. Так, а здесь походу что-то есть. Есть натяжечка, хорошая натяжка. Похожа на фиговую. Зацеп. Бляха. Похоже на фиговую. Нет, язь. Яздечек. Блин, а что червя? Малька-то ничего не кушаете, а? Вегетарианцы, что ли, стали, блин? Или такие нежные стали, что малек вам не нужен? Обалдеть. Ну-ка, малечек. Давай мы тебя тогда отпустим. Плавай, друг. Спинка. Дырка в спинке тебе. У тебя
тебя зарастет. И если тебя никто не съест, то ты еще поживешь. Удачи. Вон какие червячки. Видать, только-только рыба зашевелилась. Первые ее начали попадаться. Вон, как мотыль, тонкие червячки. Только-только они начали появляться. Вон еще один малек. То завтра, послезавтра пойдет ход рыбы. Я говорю, перед ледоходом всегда такая фигня. Но у нас уже здесь не будет. Так, друзья, здесь вот лед совсем плохой. Не знаю, сантиметров 20 в натяжку, если будет. Вот я вижу прямо вот такая толщина льда, сантиметров 15-20. И сверху вон каша. Вон каша. Он даже рукой пробивается до твердого льда получается. А дальше вон, видите, уже все, идет река. И тут палки шевелятся, видать, тут течение и каменистое дно. Скорее всего, типа переката здесь что-то. Надо быстрее действовать, быстрее шевелиться. Так, здесь у нас что-то... Так, что-то есть. Ёрш, походу. Ага, ёрш. Еще один ёрш. Еши сюда. А тебя, Налимчик, освобождаем. Иди гуляй. Ну вот. Еще кто-то и звонит. Блин, не провалиться бы туда. Так, а здесь что-то я вообще нормального льда не вижу. Вон. 10 сантиметров, не больше. Ох. Все перепутано. Иди плавай. Господи. Ладно, дома распутаем уже. Так, замотаю как-нибудь. Так, друзья, у нас еще один язь. 4-й. В спешке забыл включить камеру. Думал, что она снимает, а она, оказывается, не снимала. Так, все перепутал. Язёк-дюзёк. Пошла рыба, но поздно, к сожалению, поздно. Она ждала, наверное, когда хреновый лед пойдет, что рыбакам уже никак рыбачить. И только тогда начала клевать. Вот такая картина. Палки лежат. Осталось 3 палки, друзья. Ой. Каждый шаг прохожу со своей палочкой-выручалочкой. О, верхний слой, потому что уже не держит. Солнце и теплый ветер делают свое дело. О, видали, да, вон? Вот это уже не есть хорошо. Так, на палку наступим. Потому что верхний слой уже проваливается, а нижний слой льда очень и очень тонкий уже, основной. Надо побыстрее дергать отсюда. Так, что у нас там? Ничего. Пусто. Совсем пусто, даже черви. И где-то рыба прошла, она попалась. Где-то она... Вон, все черви целые. А когда ход идет рыбы, то на каждой палке сплошняком везде рыба. Так, а я теперь понял, почему здесь проваливается. Потому что эти 3 палки я добавил немного позже. И на буранке не накатывали ее, получается. Из-за этого
Из-за этого она и проваливается. Так. Осталось 2 палки, еще немножко. Здесь все запутано. Ну, кто-то есть, кто-то есть. Кто-то идет. Ух ты, налимчик. Налимяка. Ну и ладно. Мы тебя сегодня зажарим. Вечерком. Заглотил. Тем более, фу. Блеванул аж. Полный живот. Не, ты труп. Заглотил до желудка. Будешь ты сегодня у нас. О, с желудка до блевотины наелся, а перед червяком не устоял. Так, есть жареха сегодня, небольшая, но есть. Что-нибудь добавим, еще рыбку какую-то, если попадет, или хариус, или сиг. Вон 1 палка осталась. Я здесь точно жарить не буду. Он косливый. Так. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последняя палка осталась. Крайняя палочка осталась. Еще такой поднялся, как бы не унесло мои мотовильцы. Ну, давай мне сишка на жареху сегодня, или харюска. А хрен, тут все запутано вроде было. Нет? Да, запутано все. Вон куча ершей. Куча ершей. Ну и все на сегодня. Осталось распутать, убрать. И там еще палок 13, наверное, зимние крючки, которые собрать. И бегом-бегом, пока лед не растаял весь. Ой-ой-ой. Ладно, все, друзья. Бегом. Скоро будем рыбачить по-другому. Еще немножко. И мы пойдем к лодке. Так, и осталось нам совсем немножко. Снять крючки с тех палок, на которые мы... Ой, господи. Блин. А тут вообще на буране не ездили, на снегоходе. И вообще не держит верхний слой. Проваливается даже на лыжах. Но оставлять не будем. Надо снять. Конечно, было бы все черное, может быть нет, там вот черное. Ну, попробуем. Пока вроде не так все критично. В планах было и сюда поставить, если клевать хорошо будет, весенние продольники. Но не судьба. В общем, манал я эти палки. Осталось, короче, штук 15 палок. Верхний слой вообще не держит, проваливается. Как бы есть риск провалиться. Да и времени потеряю, пока я доползу до них. Около часу, дорога каждая минута. В общем, оставляю. Если что, крючки есть, леска есть, навяжу новые. По крайней мере, они не в воде, рыба
рыба не тухнет, уплывут, да и уплывут. А если будет ударит мороз и хорошо будет держать, я потом сбегаю и отцеплю, если возможно будет. Нет, так нет. Все, друзья, разворачиваемся, потому что вон вообще ничего не держит, вон просто болото, натуральное болото. Верхний слой проваливается до основного льда. Основной лед сами видели какой. В общем, все, делаем ноги, иначе будет поздно. Все, до лодки метров 150. Теперь надо потихонечку все это перетащить. И доски тоже. Доски пригодятся под палатку. Пока вроде как держит. Все, друзья, выключаемся. Так, сколько нас не было? Часа 3, наверное. И смотрим, ситуация меняется прямо на глазах. Промыто уже намного шире. Вот здесь вот появилась вода на льду. В общем, никакой рыбалки здесь и речи быть не может. Или, по крайней мере, все уже перенесу, когда все будет в лодке. И если будет клевать, то может быть с лодки я порыбачу. А так уже, даже здесь уже опасно. Вот, все меняется. Река открывается на глазах. Потому что теплый, жаркий, теплый ветер. И солнце делают свое дело. Снег и лед тает на глазах. Ладно, хорош балаболить. Все. Сейчас может даже вот этот пласт провалиться. Надеюсь, еще полчасика выдержит. Осталось полчаса, не больше. Полчаса. Вон стульчик под солнцем, насколько снег врос. Ну а что там? Не приходил никто. Хариуса не видать подо льдом. Лед сантиметров 15-20 остался. Ладно, не будем искушать судьбу, поехали. Вон, здесь тоже все почернело. Вон такая картина. Вон промоина. Вот же берега все. Вода прибывает, сейчас лед поднимет и все. Надеюсь, полчаса еще подождет. А эти палки, бог с ним. Новые крючки навяжу. С новой леской, с новыми крючками. Скажем, что те были уже тупые. Леска старая, крючки тупые. Вот, и вот такая вот херня, вот это, вот такая вот херня очень опасная, вот черная уже. И вот такие-то ржавые участки. О, ледоход пошел. Пластами тащит уже откуда-то. А я потихоньку перетаскиваю доски и просто поражаюсь
мощью урагана. Он сделал 3 рейса. Тяжеленные доски, блин, еле тащу. А я мог хоть пахнуть, блин. 2 корыта и сверху еще груз был. И на грузе этом лежали доски. А что уж говорить, если лодку с мотором тащил? Нет, дураку оставить на берегу доски, а? Нет, я же хотел на льду прямо палатку поставить, чтобы не сыро было на досочках. Ага, поставил, твою мать. Ну что, в следующий раз умнее буду. Что природа, она непредсказуема. Ждешь одного от нее, она бац-бац и сделала все совершенно по-другому. Ладно, еще один рейс остался и все. Так, друзья, осталось 5 досок. Все, поехали. Вроде ничего не забыли. Кроме крючков на 15 упало. Фу. Ну вот и все. Небольшая передышка. И надо думать как-то. Если буду докидывать, попробую перекидать. Если не получится, то придется перевести на лодки. А сейчас мы это и проверим, получится у нас или не получится. Так, возьмем самую легкую сначала. Самую короткую. Блин, еще ветер в мою сторону. Лишь бы лед не проломился. И раз. Получилось. Блять, ветер затихни, а, ненадолго. По ветру бы они сами летели, а против ветра может с пропеллером сработать. Тяжелая. Блин, хреново. Может уплыть. Придется доставать потом.
Тяжелая. Чуть бы не было. Правильно, некоторые килограмм 15-20, наверное. Вот это точно не докину. Ладно, сначала легкая. Более-менее относительно. Что-нибудь, да все равно не докину. Вот это точно не докину. Докину. Вот это точно не докину. Все докину. Мы это сделали. Все, осталось собрать и выезжаем. Обед, друзья, обед. Так, заодно почистили рыбу, чтобы сразу помыть, приготовить к засолке. 4 азиана, лим, ёршики. Все готово. И говорим тебе с Печора огромное спасибо. Спасибо за рыбу. Накормила ты. Ну что, без рыбы не сидели. Как только лед встал, язи, налимы, щуки даже были. Спасибо. Немного не получилось с весенней рыбалкой, но ничего страшного. Получится в другой раз. Пока оставляем вот эти 15 палок. Если будет мороз, если будет наст, сбегаю, соберу. Нет, так и бог с ними, пусть плывут. Рисковать из-за этих 15 палок, верхний лед не держит там. Нет желания. Опа! Так, а у нас тут, а у нас... Так, ветер туда, лишь бы сейчас не унесло. Палка здесь. Ох! Так. Как-то вот так. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой. Словно по питерской пронесся над землей. А ёшкин кот, опять веревка уплыла. Стоять. Не подскользнуть-то бы. Ну вот. Мы на этом берегу. А лодочка на том. И раз. И два. И три. И 4.
И 5. Вот так вот. Ну вот и все. До свидания, Печора. Теперь только встретимся по открытой воде. Не утонули, и то хорошо. Все. Складываем доски. Едем обедать. Так. Лодку подняли. Доски убрали. Река за день почти открылась. Я еще хотел сегодня здесь порыбачить какой там. Завтра здесь будет все открыто. А послезавтра там до синего льда, до палок тоже все будет открыто. Если будет такая погода, если не похолодает. Вот запомните обстановку сейчас и что будет через пару дней. Вот. Здесь все будет открыто. Поехали обедать. А досочки сегодня надо будет до вечера мне увезти, потому что вон низину затопляет водой. Снег тает и вода собирается. Завтра здесь будет лужа уже. Возможно, то, что не проедешь. Сегодня надо это все сделать. Творится сзади. О, ручьи пошли. Вот это таяние снега, это я понимаю. Это весна. Да ладно бы, если бы не похолодало, так похолодает и все равно. Обалдеть. За полдня все растаяло. О, здесь песок уже. Не, надо срочно ехать, пока не поздно. Иначе придется по песку ездить, что весьма нежелательно. А вот уже и песок. Да. А еще и с камнями. Обалдеть. Надо по-быстрому поесть и срочно возвращаться за досками.